Irodam vabunta horж, abonu fıtsagbun jorgbayan ya fıtsagbun ma ştam na iron organu meşkoye am zamana iş şıgdak ваштарджи нывдар аю meşkoye organ madmayramı organ маней святой великомученик Георгий Ирона Ваштарджи. Всех поздравляю с праздником. Также здесь вот у нас на стене есть роспись. Вот это наш великолепный храм Хусауферса. Вот здесь также вот роспись на стене. Вот на белом коне справа это святой великомученик Георгий Победоносец. Махмео Хонус Ваштарджи. А слева вот святой Меркурий. Вот. Хотел всех осетин поздравить с этой неделей праздничной и сказать, очень немногие знают, что у нас в Москве, в нашем Остинском храме, есть великая реликвия мощи святого Георгия Ваштарджи и святого Николая Чудотворца. Они находятся вот в этом, по-моему, если правильно называется, ковчежец. Да, ковчег. В нем находится крест, наперстный крест, который носят священники. Вот. И история этого креста тоже такая интересная, удивительная история. И в нем находится как раз-таки мощи святого Георгия и святителя Николая Чудотворца. Возможно, вот наш брат поделится с нами вот информацией об этом кресте и об этих реликвиях. Аю Невшемер Джеккайтаю, вот крещение Георгий. Вот, если можно, расскажи, пожалуйста, вот для нашего народа о том, что вот какая святыня у нас находится здесь. Здравствуйте, дорогие мои соотечественники, братья, сестры. Поздравляю всех с праздником святого великомученика и победоносца Георгия, Джоргбай Баракбона Хожахот, Алкашгана Кахушгана Гнанот, Кувга Канат Махтаха и Хусаума. Ну вот я вам хочу рассказать вот немножко, как к отцу Георгию, нашему игумену Георгию Рухшагот, попал вот этот крест, вот эта святыня. Он, когда он еще был иеромонахом, только был рукоположен священничество, он поехал в Иерусалим, паломничество. И когда они зашли в храм гроба Господня, батюшка слезно стал молиться на коленях у гроба Господня за весь свой народ. Он очень переживал о том, что какие трудности и всякие тяготы выпали на наш многострадальный народ со стороны наших соседей, которые нам причиняли всякие скорби, и страдания, нападали и со стороны одни соседи, и другие. И вот батюшка стал на колени, стал молиться со слезами о своем народе. И в этом храме гроба Господня находился хранитель, как бы там есть несколько частей в храме, которые как бы принадлежали разным конфессиям, там, католикам, там, грекам, православным, еще кому-то, армянам. И греческий хранитель, он несколько раз проходил мимо батюшки во время молитвы, когда батюшка молился на коленях. И тут он вот как бы смотрел на батюшку, проходил один раз, второй раз. И когда батюшка уже после долгой молитвы встал уже и
собирался уходить, то этот хранитель греческий подошел к нему и спросил его: вы откуда и что у вас случилось, может быть, у вас что-то Личное, да? личное произошло в вашей семье, какое-то горе, и вы просите у Бога помощи. А он говорит, что нет, у меня, я молюсь за свой народ. У нас очень много трудностей, а сейчас и есть нападки со стороны наших соседей и так далее. Я молюсь, чтобы все было благополучно, чтобы не было войны и так далее. Но этот хранитель задумался и немножко, так сказать, и говорит: я могу вам вот, в духовном смысле помочь, вот, подарить вам реликвию, очень такую сильную реликвию, крест наперстный. Старинный, да. Старинный крест наперстный, да, который это наградной крест. Это не простой наперстный крест, это наградной крест, которым награждались за духовные подвиги, так сказать, священнослужителей. Ну, видно, что он такой серьезный, который могли носить архимандриты и даже, может быть, и архиереи. И он говорит, что один из епископов его, или даже, по-моему, как сказать, патриарх Иерусалимский, когда-то его вот прикладывал к гробу Господню, к святыням, и он такой очень сильная, как сказать, духовная реликвия. И говорит: вот, могу тебе подарить вот этот крест, чтобы ты, если ты, он спросил сначала, вы в сане, вы священник, и батюшка сказал: да, я священник, я иеромонах, и тогда он говорит: вот вы тогда его можете даже и носить, и как реликвии тоже, чтобы помогала эта святыня всему вашему народу. Да, всему, да. И батюшка принял этот подарок как подарок не для самого себя, а для всего своего народа осетинского. И он очень бережно к нему относился. Я с ним, с батюшкой, был с 2008 года, и батюшка всегда к нему очень трепетно относился, держал его на престоле в алтаре и очень любил эту реликвию. Также, когда он был в баре, то ему передали мощи святого чудотворца Николая. И он эти мощи положил в этот крест. А также потом его духовник, отец Кирилл, передал ему мощи святого Георгия. Кирилл Павлов, да? Да, Кирилл из Троицы Павлов, Сергиевой да, Лавры. Это духовник нескольких патриархов, очень известный старец, и духовник также и нашего батюшки, отца Георгия, игумена Георгия. Он ему передал мощи святого великомученика победоносца Георгия. Так что вот в этом кресте находится не только сам крест еще как святыня, но в нем находятся мощи двух очень почитаемых в Осетии святых Штерниколама Ваштарджина. Да, святого великомученика победоносца Георгия и Николая, который почитается также у нас и в Дигоре, очень почитаемый. Да, да. Поэтому, так сказать, вот можно сказать, это как, значит, вот с левой стороны, где перекладина идет, да, перекладина,
находится святой великомученик Георгий. Манасер, С левой Манасер стороны, Дегей. да, с правой стороны Никола. Мамта Шардаг Никола. Да. Яхожах навод. Шахожах навод. Шахожах, вот. И вот как раз мы в честь нашего большого праздника Джоргубая Баракбона, мы вам как раз рассказываем вот эту историю, чтобы вы знали, они помнили. Если у кого-то будет возможность приехать в Москву, приходите к нам на Аланское подворье, приложитесь к этой святыне, чтобы, чтобы всей вашей семье, всему, так сказать, всем вашим близким вот, была какая-то благодать Божья на всех вас и на весь наш народ. Сау хожа ход, баракбону хожа ход, акашганак, ахушганак нот, паштырджи. Бужнагдын Георгий. Хусау не патандар хушканагват. Махота мамевши марта. Отчин сарт факан ут карази варжге. Усамуднын раттат хусау самай карази варжам. Ма карази ангдау канам. Арфа ягуд.